Здравствуйте! В эфире передача News on Air. Мы расскажем и покажем вам самые интересные новости. В студии Юрий Осипов. Экспедиция «Безопасная Арктика-2023» прибыла в Среднеколымский район республики. Это конечная точка маршрута спасателей. Напомню, 11 специалистам предстояло проехать от Якутска до Среднеколымска и обратно. По дороге отряд организовывал показательные выступления, практические занятия и другие мероприятия. Кроме того, по маршруту спасатели испытали технику: вахтовый автобус «Нефас», грузовой автомобиль «КамАЗ», а также снегоболотоход «Профи Макс», который приобретен в прошлом году. Машина будет передана Колымскому поисково-спасательному отряду службы спасения республики. Кроме того, в Среднеколымске запланированы спортивные соревнования. Гибридные электростанции в Момском районе перешли на солнечные панели. В Северном Улусе сейчас их используют в 4 населенных пунктах. Напомним, станции установили осенью прошлого года. Подробнее в материале Светланы Амосовой. Самой крупной в мире станцией на солнечных батареях с заполярным кругом является энергокомплекс в селе Хану Момского района. Он был запущен на полях Восточного экономического форума в сентябре прошлого года. Такие станции установлены в 4 поселках – в Чистом, Тебюлях, Хону и Чебагалах. С приходом весны комплекс автоматически перешел на солнечные панели. Теперь в дневное время дизель отключается и начинает работать на солнечных батареях. Потребитель абсолютно не замечает вот этих вот переходов, они абсолютно плавные, даже лампочка нигде не дергается. Персонал уже более-менее осваивает. Можно сказать, мы прошли самый пик морозов, в Якутии были сильные морозы, прошли хорошо. Использование и накопление солнечной энергии позволяет снизить расходы дизельного топлива. Они экономичные и экологически чистые. Обычно в это время в поселке потребляли в сутки 9 тонн дизельного топлива, а сейчас расходуется около 4–4,5 тонн. Это на 50% меньше. Оказывается, очень полезные панели, столько экономии на дизеле. Эти панели дают до 200 киловатт энергии. В летнее время полностью обеспечивают поселок. Наши дизели не будут работать. Будем только на солнечных батареях и в тишине. По словам сотрудников станции, панели не требуют сильного ухода. Достаточно вовремя чистить снег и контролировать подачу света, следить за дизелем. Весь комплекс находится на автоматическом управлении. В сентябре приезжали инженеры и обучали нас всей программе и как правильно работать на компьютерах. И уже с того времени работать стало намного легче. За 7 месяцев гибридная электростанция зарекомендовала себя с лучшей стороны. Вся конструкция установлена по ходу солнца, чтобы максимально использовать весь солнечный свет и переработать ее в энергию. Мощности панелей хватает для обеспечения свыше 4000 жителей Момского района. Отметим, что данный проект реализован по поручению главы республики Айсена Николаева. В дальнейшем компания «Русгидро» планирует в регионе до 2025 года установить подобные станции в свыше 70 населенных пунктах. Светлана Амосова, Лилия Уваровская, Момский район. В первый день международной конференции по изменениям климата в Якутске обсуждали актуальные проблемы криосферы. Взгляд молодых ученых. Круглый стол состоялся в зале ученого совета Северо-Восточного федерального университета. Одним из главных спикеров стал заведующий кафедрой геокриологии Московского государственного университета Анатолий Брушков. По его словам, проведение такого мероприятия еще и с привлечением других стран позволит найти пути, способы обеспечения устойчивости жилья, инженерных сооружений, трубопроводов и дорог на вечной мерзлоте. Отметим, что конференция имеет большое значение как в практическом смысле, так и в научном для специалистов и жителей Севера. Надо сказать, что много интересных докладов, которые подтверждают эти тенденции повышения температур и возникновения проблем, и при этом рассказывается и о способах, в том числе новых способах, которые позволят обеспечивать устойчивость фундаментов, зданий. В Якутске прошли соревнования по аэрации. В свой профессиональный праздник предприятия, связанные с охраной воды, проводят различные мероприятия. Продолжит Галина Чекурова. Якутский сельскохозяйственный техникум участвует на соревнованиях впервые. У Алексея Стручкова и его команды уже был опыт бурения лунок. Моя команда настроена на победу, но соперники тоже достойны.
Соревнования по аэрации проводятся в столице ежегодно более 10 лет и нацелены на обогащение кислородом водных биоресурсов. В этом году площадкой для соревнований стало Талое озеро. Перед участниками стояла задача на время пробурить отверстие. На мероприятии приняли участие 8 команд. По исходному положению дается старт, и участник должен подбежать к указанному месту. Все участники, 4 человека, команда подбегает и пробуривает лунку по очереди. Каждый человек должен пробурить одну лунку до появления воды. Судьи там стоят, все смотрят, фиксируют, и все подбегают обратно в исходное положение, и получается, по последнему человеку считаем время. На территории России насчитывается около 6 миллионов водных объектов, а наиболее суммарные водные ресурсы сосредоточены в 4 регионах страны, одной из которых является Якутия. Мероприятия, проводимые предприятиями водных ресурсов республики, нацелены на просвещение молодежи по сохранению чистоты рек и озер. В первую очередь это просветительская работа наша. Мы также хотим совместить это с всероссийской акцией «Голубая лента», которая уже проводится уже 10 лет, и она была впервые проведена в городе Омске. Основная цель – это привлечение внимания бережного отношения к водным ресурсам, ну и вообще данное мероприятие направлено для подрастающего поколения, чтобы они в будущем обращались бережно к нашим водным объектам, рекам и озерам. Каждому жителю страны необходимо сохранить пресные воды, ведь здоровье человека зависит от чистоты воды. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. Уникальная практика региона, не имеющая аналогов в других субъектах страны. В Якутске стартовал финальный этап конкурса «Моя профессия IT» в рамках молодежного фестиваля «Мусустар». С какими проектами выступают участники и почему этот хакатон стал самым масштабным, расскажет Надежда Саханская. Юные программисты со всей республики собраны на одной площадке, чтобы побороться за звание победителей. В этом году в финал вышли 225 человек и 75 команд, что дает полное право считать этот хакатон самым масштабным за всю историю конкурса в рамках молодежного фестиваля «Мусустар». Проходили в начале марта отборочный этап по всей Якутии. Примерно мы охватили более 6 тысяч участников нашей Якутии. Это молодые ребята, школьники, студенты, которые увлекаются IT-технологиями. В нашем мероприятии пройдет именно в течение 3 дней. Ребята будут создавать программные продукты, сайты, приложения по заданным кейсам. Конкурс «Моя профессия IT» проходит в республике уже в 8-й раз и приносит стабильно хорошие результаты. Участники конкурса создают свой бизнес, создают свои команды. И поступая в лучшие вузы России, республики. Якутия в сфере IT становится примером и для других регионов России. В частности, Камчатка готова перенять у нас этот опыт. Мы очень хотим провести хакатон на территории Камчатского края для наших выдающихся талантливых школьников, студентов, чтобы развивать их таланты, способности, развивать IT-сообщество, IT-культуру. Очень хотим перенять опыт коллег с Якутии. Надеемся, все получится, и мы добьемся такого же уровня IT-культуры развитой у нас на Камчатке. И, конечно, главные герои IT-хакатона – школьники и студенты, которые с горящими глазами готовы разработать очередной программный продукт. Наш, получается, продукт – это получается портал для студентов и для более взрослого поколения, которые смогут узнать о возможных стажировках, о конкурсах, которые проводятся по всей России. Результаты хакатона станут известны уже в эту субботу на закрытии фестиваля «Мусустар». Отметим, что призовой фонд в этом году среди айтишников составляет 1 миллион рублей, а также победители получат целевые места в лучших вузах страны. Надежда Саханская, Григорий Охлопков, Якутск. В столице в очном формате стартовала финальная часть киберспортивного турнира по игре Dota 2. Это соревнование также является неотъемлемой частью молодежного фестиваля «Мусустар». По словам организаторов, заметен рост популярности киберспорта в республике. Так, если в прошлые годы в финал попадали команды только из Якутска, то в этом году за первое место приехали бороться представители Анабарского вуза. А в отборочном туре приняли участие 50 команд. Киберспорт вообще в целом является одним из видов спорта, одним из видов культур, которые очень быстро развиваются, в последнее время.
Вот, и вполне возможно то, что в будущем, в недалеком уже будущем, киберспорт уже займет определенную часть именно спортивной жизни вообще всего мира. Именно поэтому молодежные фестивали Мусустар, нам кажется, это совершенно логично, то, что вот сильно развивающее направление киберспорта, оно должно быть там, и оно там уже 3-й год. Фотограф Николай Тюгень поделился в социальных сетях новым видео о народах Якутии. На нем показаны представительности различных народностей республики в национальных костюмах. Автор ролика рассказывает, что Якутия занимает 5-ю часть территории России, что эквивалентно 10 Италиям или целой Индии. В то время как Индия населена почти 1,5 миллиарда людей, население республики Саха-Якутия не достигает даже 1 миллиона. В Якутии проживает множество национальностей. Юкагиры насчитывают около 1800 человек, долганы 9 тысяч, чукчи 15 тысяч, эвенки 18 и эвены 22 тысячи. Между тем, саха занимают 500 тысяч. Несмотря на небольшое количество каждой национальности, мы все сохраняем свою национальную идентичность, резюмирует автор. На этом у нас все, а я напоминаю, что свои интересные видео вы можете отправлять на наш телеграм-канал, и мы обязательно их покажем. До встречи в эфире.